Доброе утро всем, кто нас видит и слышит. В эфире программа «Аспекты республики». У микрофона Разиф Абдуллин. Сегодня среда, 30 августа. Сегодня мы расскажем о событиях в Башкирии, о которых писали средства массовой информации. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера к нам в студию приходил доктор социологических наук Арсен Нуриджанов. Был гостем нашей программы с ведущим Дмитрием Колпаковым. Также предложу вашему вниманию запись разговора с нефтекамцем Файзыл Гаяном Исламовым, о котором мы рассказывали, и проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет в YouTube, в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте. Свои вопросы и комментарии я прошу вас оставлять на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостана». Ставьте лайки, делитесь с друзьями ссылками на нашу программу. Этим вы поможете нашей редакции. Итак, давайте начнем с обзора прессы. В Египте погибли туристы из Башкирии. Об этом изданию УФА-1 рассказали жители села Старобалтачево и глава местного сельсовета Илгиз Рахимзянов. Что же произошло? 38-летняя Ирина родом из села Старобалтачево, но потом она женилась с супругом и детьми, жила в Татарстане. Вот. Муж у нее уехал в Египет на заработки, а она потом решила вместе со своими 3 сыновьями полететь в Египет, навестить мужа. Вот. Детям, соответственно, 3, 6, 9 лет. Что же произошло? Как рассказали жители села, семья купалась на диком пляже. Отец и старший сын 9-летний стали тонуть. Вот, мужчину спас человек, который оказался неподалеку, спортсмен. А женщина кинулась спасать своего старшего сына. Но вот она не смогла этого сделать. Пытался еще местный житель там помочь. В общем, утонули, получается, женщина, мать и старший ее сын. И этот местный житель тоже утонул. Церемония прощания с погибшими прошла 26 августа в селе Старобалтачево, сообщает УФА-1. В Украине погибли еще 15 уроженцев Башкирии. Об этом сообщила наша редакция. Мы нашли данные о захоронениях военнослужащих из Башкирии в электронной книге памяти Уфы. Ранее редакция эту информацию не публиковала. Там погибшие в разное время, значит, они закончили свой земной путь. Есть и погибшие в декабре 22 года, и в марте 23-го, и в июне 23-го. В общем, 7 военных похоронены на Северном кладбище в Уфе, 6 на Южном кладбище и 2 похоронены на кладбище, городском кладбище номер 10. Об этом кладбище хотелось бы отдельно еще рассказать. Оно было открыто в феврале прошлого года, находится примерно в 2 километрах от Северного кладбища в поселке Тимашево. Его площадь составляет 24 гектара и рассчитано оно на 40 тысяч захоронений. Что же касается электронной книги памяти Уфы, там есть такой специальный раздел «Герои СВО». Сейчас в нем содержится информация о 107 захоронениях, и еще не все, значит, данные погибших опубликованы. Мы будем постепенно, наверное, все-таки во всех рассказывать, тех, кто погиб и захоронен именно из этой книги, в том числе, конечно, будем давать сведения и о других погибших. Сейчас, на данный момент, если не ошибаюсь, число погибших уже превысило больше, чем 850 человек соотечественников из Башкирии, кто погиб в ходе специальной военной операции. Тем временем в Башкирии учредили клуб кавалеров ордена генерала Шаймуратова. Об этом сообщалось и ранее, но сам указ главы Башкирии был опубликован вчера на официальном портале правовой информации. Вот. Если почитать указ, что можно сказать? В задачи клуба этого кавалеров входит патриотическая работа среди подрастающего поколения, как раз на примере жизни и службы командира легендарной 112-й башкирской кавдивизии Мингали Шеймуратова, защита интересов участников специальной операции, их семей. Также представители клуба должны участвовать в мероприятиях, посвященных датам военной истории России и Республики, работать с молодежью, поддерживать ветеранские организации, вести работу по формированию политики патриотического воспитания подрастающего поколения.
Вот. Сейчас пока состав этого клуба кавалеров известен. Администрация главы Башкирии должна внести на утверждение получается, состав этого совета клуба кавалеров ордена генерала Шеймуратова, а также правительство республики должно предоставить здание, сначала предложить это здание, где-то должно, это помещение должно быть, располагаться в здании, прилегающем к Советской площади Уфы. Об этом прямо говорится в указе Радия Хабирова. Уфы сообщила вчера, что в Республиканской клинической больнице закрыли на прием 2 отделения из-за новой волны COVID-19. Подробности вот такие. Роспотребнадзор выписал предписание, сообщает ПРУФы, и публикует его фотографию. То есть можно посмотреть по поводу этого, можно будет сам документ посмотреть, и в документе видно, что Роспотребнадзор предписывает, во-первых, закрыть полностью на прием 2 отделения РКБ Куватова, пульмологическое и нефрологическое, а прием в эти отделения можно открыть только после 100% выписки всех больных после заключительной дезинфекции. Также предлагается провести лабораторные исследования на ковид среди сотрудников больницы, среди тех, кто контактировал с больными коронавирусом и тех контактных лиц, которые не покинули стационар. Вот. Тем временем Минздравие Республики отрицает новую вспышку COVID-19, а глава Роспотребнадзора отказалась подтверждать информацию. Хотя, в принципе, вот этот документ, он есть в доступе в открытом, можно точно посмотреть на сайте ПРУФов. Поэтому я хотел бы провести голосование сейчас на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана». Простой вопрос. Готовитесь ли вы к новому всплеску заболевания коронавирусом этой осенью? Ответы простые тоже, да или нет. Готовитесь, значит, вы как-то укрепляете свой иммунитет, следите за информацией об этом всем. Возможно, уже носите маску, вы не ходите, не посещаете места массового скопления людей. Нет, если вы считаете, что ваш иммунитет силен, что все это как бы новые штаммы коронавируса достаточно слабые, вам ничего не грозит, значит, нам ничего бояться. В общем, такая аргументация, тогда нет. Итак, на нашем канале в YouTube я прошу вас ответить на вопрос, готовитесь ли вы к новому заболеванию, к новому всплеску заболевания COVID-19 этой осенью. Да, нет, отвечайте. Итоги голосования подведем к концу программы. А сейчас я хочу предложить вам фрагмент записи, запись фрагмента программы «Аспекты мнений» с участием доктора социологических наук Арсена Нуриджанова. Давайте послушаем. В рамках Дней Республики в Санкт-Петербурге устроили этнопраздник, посвященный Башкирии. Радий Хабиров стрелял с Петропавловской пушки. Очередной раз пил денег, потому что на такие праздники очень легко пилить деньги, понимаете? Составил смету на 100 миллионов, само мероприятие стоит 10 миллионов, через подрядные организации, подконтрольные тебе, распулил эти деньги. Завтра занесли, соответственно, оставшуюся часть. Смотрите, допустим, Олег Арефьев пишет, что он живет в Санкт-Петербурге, сам он из Уфы. Многих, как говорит, что удивило, что в Москве и в Питере довольно вообще большой процент населения, и эти гости, жители городов, до сих пор не представляют себя, что из себя представляет Башкирия, и даже не понимают, где она находится. И вот ее решили представить этим людям кочевников, он говорит. Большинство людей, увидевших такую презентацию, даже не будут пытаться в своей голове строить сложные конструкции и проводить параллели. Как показали, так и поняли. Это как большинство американцев считают, что по улицам городов России ходят медведи. Вы меня с языка это прямо сняли. Естественно. Население наших мегаполисов, Питера и Москвы, будут считать, что башкиры живут в юртах, катаются на лошадях и ходят в этих вот халатах, значит, с этими Почему пиарщики башкирского правительства так упорно позиционируют республику как вот земля кочевников, лисьи шапки, кумыс и так далее? У нас же есть и заводы высокотехнологичные, у нас есть многие отрасли, у нас есть IT, у нас есть все. У нас есть богатая природа. Почему именно конкретно в эту сторону перекос? Конечно, хочется сказать простым русским словом. Дураки, потому что. Но не совсем так. Потому что так гораздо проще. Показывать какие-то достижения, промышленные, научные, прочее, это требует усилий. Скорее всего, я так думаю, раз их не показывают, то и, собственно говоря, и нет. А показать что-то хочется. И вот начинается эта пляска с этноделами. Я видел, что пару коней
в зону СВО притащили с тем, чтобы эти лошади, значит, там какую-то выполняли работу. То есть голова, к сожалению, и путинская, и, соответственно, губернаторская, и многих его чиновников, они сегодня повернуты не в будущее, а в прошлое. И мы этому находим все больше и больше фактов. Вот они все повернули голову в прошлое, и вот это прошлое сегодня пытаются нас туда, в это прошлое, затянуть. А прошлое наше как раз это и есть лошади, которых последний раз Шеймуратов на них скакал, больше их никогда в боевых действиях не применяли. Это как раз вот юрты и всевозможные. Это деревни башкирские, которые были там, я даже не знаю, когда, в каком году. По крайней мере, после того, как советская власть в Башкирии развивалась, уже, по-моему, там из этих юрт тоже переезжали в нормальные дома. Но вот хотят туда нас 19-18 век окунуть постоянно. И это дешево. Это дешево, но, конечно, это все имеет два аспекта. Первый, еще раз говорю, это фактически, на мой взгляд, просто увод денег бюджетных, распил. Вот надо какую-то вещь поставить, ну, условно, детский садик, надо его поставить, чтобы он был. Да, деньги на него бюджет выделил, но надо его предъявить, понимаете, как вот с Кучербаевым, например, с Беляевым. Очистные сооружения построили, запустили, вот предъявите их. А в праздник что? Да, читались на бумажке, провели праздник там, провели праздник здесь. Деньги потрачены, но не надо показывать никакого результата, понимаете, физического. Хорошо этот праздник прошел, плохо ли, мы с вами там не были, не видели его. Может быть, он там вообще за 3 копейки и спустя рукава. И что? И, во-вторых, на фоне происходящего СВО, того, что у нас фактически сегодня люди гибнут на Украине, приходят сюда ранеными, я не видел ни одного мероприятия в республике большого, где бы рассказывали о том, что происходит с теми людьми, которые приходят на излечение в республику. Какие реабилитационные мероприятия с ними проводятся, где они восстанавливают свой морально-психологический, значит, статус, понимаете, как их лечат, сколько в санаториях республика выделила мест для лечения этих раненых. Расскажите, пожалуйста, как вы заботитесь о наших людях? Я ни одного не видел кадра, когда Хабиров приехал к нашим раненым бойцам. Не видел, когда он встречался с выздоравливающим. Ни один чиновник из Башкирии к ним не приехал. А что, они не нуждаются в помощи? Почему надо москвичам показывать какие-то юрты, когда свои жители здесь заброшены, прозябают? Пренебрежение Хабирова и его клики к населению республики, оно уже вопиющее. В 21 веке башкирские лошади – это не программа государства. Башкирскую лошадь не продашь в Дубай, не продашь в Америку, не продашь в Европу, не продашь в Китай. Но для чего это заниматься, отвлекать бюджетные деньги на мой взгляд, полную ерунду? Делать нечего, креатива не хватает, думать не хотите, башки нету, воровать хотите. Так и скажите тогда. Тогда зачем нам такая власть? Арсен Ильич, погодите, давайте так. А вот вы были бы пиарщиком башкирского правительства, что бы вы вперед выкатили? Вот чем нам есть гордиться? Какие высокотехнологичные отрасли, там, заводы, предприятия? Ну, во-первых, я бы, конечно, поехал на месте Хабирова по городам и весям республики. Ведь Хабиров, он мало представляет себе, что происходит в республике, в деревнях, в райцентрах. Многие из них он вообще ни разу не посещал. Да, он куда-то выезжает, но все эти поездки его мало связаны с реальными чаяниями людей. Он не встречается с людьми, он не проводит сходы, он не слышит чаяния простых людей. В западной части и в Зауралье. Ведь если бы он это слышал, то, конечно, бы сегодня солидный десант вместе с крупными чиновниками должен был поехать бы как раз в места туда, где сейчас идет недропользование, где они раздают лицензии. Своими глазами посмотреть, что происходит, подумать, как эти лицензии сделать таким образом выдавать, чтобы после себя недропользователи оставляли природу Башкирии в первозданном виде. Я ни одного совещания не видел Хабирова с тех пор, как прошел Куштау, ни одного выездного заседания в Стерлитамаке о том, что делает СОДА, как она пытается провести экологическую программу, которую она обещала. Масса вещей. Со спортом у нас непонятно, что творится, с футболом, с хоккеем. Да, я не поклонник ни футбола, ни хоккея, но у нас огромное количество людей являются болельщиками и переживают за команды, которые носят название Уфа и Салават Юлаев. А волейбольные команды. Для пиарщиков Хабирова у нас непаханное поле. Они еще никаким пиаром и не занимались толком. Пиар – это не то, что плясать где-то, кумыс пить с кем-то. Пиар – это то, что дает прежде всего людям понимание, что власть заботится о них, помнит о них, знает их чаяния, разделяет их чаяния. А этого ничего в республике нет.
Вы услышали фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием доктора социологических наук Арсена Нуриджанова. Полностью программу с его участием вы можете посмотреть на наших площадках в Одноклассниках, ВКонтакте и на канале в Ютубе. Напоминаю, что в Ютубе сейчас на нашем канале «Аспекты Башкортостан» идет голосование. Мы спрашиваем вас, готовитесь ли вы к новому всплеску заболеваний коронавирусом этой осенью? Да или нет, выбирайте ваш вариант ответа. Итоги голосования подведем концу программы. А теперь давайте продолжим обзор пресс. О чем же писали СМИ вчера. Жители Башкирии осадили офисы МФЦ из-за фейка о чипировании. В МФЦ Башкирии зафиксировали резкий рост числа обращений об удалении биометрии и о отзыве согласия на обработку данных. Об этом сообщила РПК Уфа. Речь идет о том, что с 21 августа во всех офисах республики было подано 13 300 таких заявлений. Этот показатель превысил почти в 3 раза цифру, чем которая была с начала предоставления этой услуги. С 1 июня по 21 августа жителям Башкирии было подано всего 5000 таких заявлений. Больше всего люди обращались, значит, в МФЦ с такой просьбой в Тымазах, в Уфе, Октябрьском, Нефтекамске и Стерлитамаке. Но поводом для резкого роста таких заявлений стал распространенный 21 августа в сетях фейк о том, что заявление об удалении биометрии из единой базы можно подать только до 31 августа. И авторы фейка заявляли, что сбор биометрических данных приведет к чипированию населения. Кстати, чувствуете, что мы опять возвращаемся во времена пандемии, когда тоже было много разговоров о чипировании в связи с вакцинацией. Вот, в МФЦ, естественно, опровергли эти данные, что нет такого вообще ограничения именно 31 августа. Закон вообще такого не предусматривает. Оставить отзыв можно в любое время. В общем, например, зам управляющего отделением Нацбанка Республики Лилия Якуб прямо и заявила, удалить свою биометрию и отозвать согласие на обработку данных можно в любой момент. Закон не ограничивает срок подачи такого отказа. Так что будьте разумными, благоразумны и имейте критическое мышление, следите за информацией, не надо поддаваться фейкам и всяческой панике. Новость из разряда культуры-политики. Возможно, как вы сами сейчас оцените. Из башкирского мультфильма «Северные Амуры» вырезали голоса Ростислава Мурзагулова и Ульяны Трегубчак. Оба они принимали участие в озвучке ролей, о чем сами рассказывали летом еще 2021 года, когда готовился фильм. Но теперь их голосов там нет. Об этом сообщает издание УФА-1. Здесь надо отметить, что Ростислав Мурзагулов признан в России иноагентом. Он сам тогда, как раз в 2021 году, объявил о том, что покидает все государственные посты, а уже в 2022 году уехал из России и стал публично критиковать власти. Он же прокомментировал журналистам эту новость. Не сказать, что мы расстроились, мы ожидали подобного, сказал Ростислав Мурзагулов, признанный иноагентом в России. Это, конечно, говорит о глубине падения руководства. Не очень понимаю, как наши голоса бы совратили народ, но, видимо, они настолько проникновенны, что все зрители сразу бы побежали в баррикады. Ну, такой ирония, сарказм, не знаю, как хотите, звучит комментарии. Что же сказали на самой студии? Муха, которая сделала сам мультфильм, по словам директора студии, то, что голоса из мультика этого убрали, никак не связано с политикой. И вот его комментарий тоже приводит к изданию УФА-1. То, что на студии вообще появилась эта тема создания мультфильма, связано с Мурзагуловым, объяснил директор Мухи Абдрахман. Он тогда был директором научного форума, принимал участие в обсуждении, в других процессах. Мы проводили пробы с Мурзагуловым и Трегубчак, но в итоге поменяли черновые голоса еще до всех этих политических событий. Мы слушали, анализировали, какие-то голоса меняли, какие-то оставляли, но в основном переписали черновые голоса. Так рассказал директор Мухи Артур Абдрахманов. Напомню, Муха сделает фильм «Северные Амуры», и уже премьера этого мультфильма в прокате в Башкирии запланирована на завтра, 1 августа, а в России на 12 октября. Еще раз напомню, что Мурзагулов признан иноагентом. Что же касается тех, чьи голоса прозвучали в этом мультике, постоянный спикер нашей программы, исполняющий обязанности председателя Общественной палаты Башкирии Равиль Рахимов, озвучил атамана Платова, например. Он стал
том числе он был историческим консультантом этого, соавтором сценария этого мультфильма, ну и озвучил Атамана Платова. Вот. И по словам Рамиля Рахимова, он сказал об этом на презентации мультфильма в Театре «Правда», «Родина», прошу. Все, что показано в мультике, это историческая правда. Вот, это не фантастика какая-то. Люди специально придумали подвиги. Здесь они уже описаны. Вот. Еще одна новость, о которой сказал Рамиль Рахимов. На сегодняшний день мы уже работаем над второй частью проекта, большим фильмом про генерала Шаймуратова. Вот. Тем временем, что касается исторических вещей, самая хорошая новость. В центре Уфы сносит дом князей Гушевых. Об этом сообщил телеканал ЮТФ. В свою очередь рассказал об этом здании двухэтажном на улице Чернышевского, 65, что сносит издательница Башкирского отделения Всероссийского общества истории культуры Эльза Маулимшина. Вот. Ну, позже появилось сообщение, ее фотографии на ее странице ВКонтакте, что снесли, не сносят, а снесли. Там действительно руины. Вот. Соседние с домом князя Гугушева постройки тоже были снесены. Ранее Маулимшина подавала заявление в Башкирское наследие, чтобы дом князя Гугушевых внесли в список выявленных объектов культурного наследия, но положительного ответа не получила. Вот. Если бы такое исключение было бы, то дом имел бы охранный статус, а теперь его нету. Единственное, что нужно добавить, дворянский род Гугушевых уфимский владел в период царской России этой усадьбой. Первое упоминание о них как о собственности было в 1879 году. Вот прошло, получается, 50 лет почти, этого здания теперь вот нет. О современности новости. Жители Ташбулатовского сельсовета Апрелевского района обратились к генеральному прокурору России с просьбой вернуть доступ к озеру. Об этом рассказала наша редакция. Мы нашли видео на странице адвоката Ильнура Суюндукова во ВКонтакте. Там есть обращение не только к генпрокурору России Игорю Краснову, но и к председателю Следственного комитета Александру Пострыкину, руководителю Росприроднадзора Светлане Родионовой. Вот жители говорят, что местные власти передали в собственность местному же предпринимателю часть северо-западного берега озера Карабулаклы общей площадью 15 тысяч квадратных метров. Вот начал участок ограждать. Вот. Жители жалуются, что они там постоянно купались, в общем, использовали использовали это озеро. Там же лежит единственный проход к пастбищу, теперь он будет прегражден. В общем, по их мнению, действия чиновников и предпринимателей противоречат положениям Водного кодекса. Вот, и они попросили, значит, высшие чины российских правоохранительных структур, скажем так, проверить законность этих действий, в том числе на коррупциогенность. Как сказал сам тот, кто опубликовал обращение Ильнур Суюндуков, к сожалению, вот в последнее время именно такие видеообращения стали единственным способом достучаться до компетентных органов и решения насущных вопросов. Чиновники обычно отписываются, местные депутаты или кандидаты безмолвствуют, правоохранители молчат. Вот. А в селе Ташбулатово, где тесно переплетены интересы бизнеса, чиновничества, земельный вопрос традиционно является камнем преткновения чрезмерной монетизации. Это мнение Ильнура Суюндукова. А здесь уже страдают интересы местных жителей. Что интересно, в тот же день стало известно, об этом сообщили в Следственном комитете, что следственные органы республики стали проводить проверку по данному факту, устанавливать обстоятельства, поскольку Александр Бастрыкин поручил главе Следственного Башкирии Архангельскому доложить по поводу заявителей в ходе официальной проверки. Ну, в общем, получается, на самом деле товарищ, который так прокомментировал, что такие обращения стали способом достучаться, он прав. В общем, что трудно возразить. Единственное, каким образом все завершится, тоже трудно понять. Надо следить, смотреть и следить за этой ситуацией. Другая ситуация разворачивается в Баймакском районе, вернее, в самом Баймаке. Об этом рассказал Урал Сагитов, местный активист. Тоже на своей странице ВКонтакте он опубликовал обращение к жителям города и Баймакского района. Что же там происходит? Вот, ну давайте я процитирую его слова. В субботу, 2 сентября в 10:00 на месте, где планируется вырубка деревьев рядом с больницей, между строящейся новой детской поликлиникой и Воскресным базаром,
недаром объявляется экологический субботник устройства, очистки и преобразования сильных жителей в парк отдыха Сагит. Ранее экоактивист Ильдар Юмагулов, достаточно известный, рассказал о том, что местные власти решили вырубить участок леса рядом с новой детской поликлиникой, которая настроится вот сейчас там, в Баймаке, чтобы, значит, ну, власти объяснили, опубликовали прям заметку в местной газете, что это в целях пожарной безопасности, чтобы здание не загорелось, видимо, поликлиники. Хотя, вот, например, экоактивист Ильдар Юмагулов считает, что как-то нерационально, поскольку даже есть, оказывается, нормы зеленых насаждений рядом с лечебным учреждением, чтобы они создавали такую здоровую экологическую обстановку и обеспечивали шумоподавление. Также он еще рассказывал о решении вырубить леса рядом с селом Семеновск для открытия полигона ТКО, чтобы экологическая ситуация в районе. То есть таким образом вот эти решения вырубки деревьев и леса беспокоят местное население, они тоже обращаются теперь в данном случае не к властям, а к жителям, чтобы поддержали, чтобы во время субботника поговорили с властями, очистили этот участок зеленых насаждений в городе Баймаке и создали там какую-то зону для отдыха, условно говоря, горожан. Другим новостям. Теперь уже, наверное, криминальные новости. В Уфе полицейские перекрыли крупный канал распространения наркотиков. Об этом сообщили в МВД России. Случай достаточно такой беспрецедентный, потому что размер, количество тех наркотиков, которые впечатляет. Сначала задержали автомобиль на проспекте Салавата Юлаева, в котором обнаружили пакет с веществом серого цвета. Там было всего 150 граммов амфетамина. Водителя задержали, а потом стали уже его допрашивать, видимо. Он рассказал, что забирал наркотики из тайников в лесополосе и фасовал на мелкооптовые партии. И шел обыск по адресу, где он жил, и также на его придомовой территории. В общем, в результате всех этих мероприятий нашли много веществ запрещенных, например, более 8 килограммов экстази, свыше 15 килограммов гашиша, 3 килограмма мефедрома, емкость с коноплей, в общем, 50 грамм кокаина, килограмм гашиша еще в тайниках. То есть получается в общей сложности почти 30 килограмм, но это большая партия, полагаю. В результате сейчас возбуждены уголовные дела по признакам преступлений наркотиков, и мужчину заключили под стражу. Предварительное расследование этого преступления, правонарушения продолжается. Еще одна новость о правонарушениях. Об этом сообщил телеграм-канал «База». У военкомата, в Уфе задержали потенциального поджигателя. Молодой человек рано утром появился возле сборного пункта военкомата на Революционной улице около 4 часов утра. В общем, что-то как-то подозрительно вел себя. Его заметили полицейские. Он, в свою очередь, решил сбежать. Но настолько себя подозрительно вел, что его догнали и задержали. И нашли у него при себе, 5-литровую канистру с бензином и спички. В общем, выяснилось, что ему всего 21 год, он не работает. И, судя по всему, пришел к военкомату не просто так, короче говоря, ведется такое расследование. А сейчас я предлагаю прерваться от обзора прессы, предлагаю послушать запись разговора с предпринимателем из Нефтекамска Файзылгаяном Исламовым, о котором мы рассказывали неделю назад. Напомню, что тогда мы рассказывали, что он, в общем, он утверждает, что стал жертвой мошенничества, в результате которого потерял здание стоимостью около 10 миллионов рублей. В свое время, он просил сделать экспертизу договора, из-за которого его признали виновным. Экспертиза сделана не была. Провел сам экспертизу независимую, заказал ее, если не ошибаюсь, в Удмуртии. Получил заключение, что, вероятно, это договор поддельный, там, по крайней мере, его подпись, возможно, подделана. И обратился после этого в полицию. Это уже случилось как с этим летом, 7 июля. И мы рассказали неделю назад об нем. И сегодня, вернее, вчера мы решили узнать, что же изменилось за время после нашей публикации о нем. Давайте послушаем запись этого разговора. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, какие сейчас у вас последние новости по вашему делу? Что-то изменилось? Нет, я 7 июля обратился в полицию города Нефтекамска
Никаких изменений за это время не произошло. Я обратился в полицию, чтобы они провели следственное мероприятие в Нефтекамском городском суде. То, что Аллаяров и Илчурин продали помещение в 2015 году, подделали и подали в суд договор на сумму 716 тысяч рублей. Я просил, чтобы полиция провела следственное мероприятие. Но до сих пор этого не сделано. Обратился 4.08 в прокуратуру города Нефтекамска с жалобой, что полиция бездействует по этому вопросу. 23.08 тоже повторную жалобу сделала прокуратура, тоже по бездействию полиции города Нефтекамска. Пока вот результат еще не получил, там же есть определенные сроки рассмотрения. И в чем, по-вашему, заключается бездействие полиции? Что они не сделали? Что должны были сделать? Они должны были следственное мероприятие провести по подделке договора на сумму 716 тысяч рублей. Правильно вас понимаю, что по решению суда вам пришлось этим товарищам отдать помещение, а не деньги? По решению суда я должен был заплатить. Взыскали каким образом? Первый договор, как будто бы я деньги не возвратил, 600 тысяч. Они второй договор 13 января 2015 года подделали и предъявили в суд на сумму 716 тысяч рублей. Потом они включили как будто бы счетчик. Набежал где-то около 2 миллионов, наверное. Счетчик включили, и как бы по возрастающей эта сумма поднималась. Потом судебные приставы оценили помещение, которое 10 миллионов стоило по оценке МАГУЛО. 2 миллиона 399. С высчетом, как будто бы у меня были долги, там все остальное. У меня помещение забрали за 600 тысяч рублей. Это был фрагмент, вернее, запись телефонного разговора с предпринимателем из Нефтекамска Файзулгаяном Исламовым, который утверждает, что из-за поддельного договора он потерял здание стоимостью около 10 миллионов рублей. Напоминаю, что сейчас идет голосование на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостана». Я прошу вас ответить на вопрос, готовитесь ли вы к новому всплеску заболевания ковидом этой осенью? Да или нет? Итоги голосования подведем ближе к концу программы. А сейчас к другим новостям, о которых писали вчера средства массовой информации. Башнефть в 11 раз за лето подняла цены на бензин. Новые цены действуют с 29 августа, то есть с вчерашнего дня. Об этом сообщили в самой нефтяной компании на сайте. И напомним, что последний раз цена на топливо поднималась 25 августа. Теперь, значит, решением нефтяной компании были подняты цены на бензин на 2 марки. На АИ-92 подняли на 30 копеек. Сейчас литр стоит 49 рублей 90 копеек. И на АИ-95 Атом тоже на 30 копеек подняли. Сейчас стоит 52 рубля 95 копеек. Я смотрел сообщения с СМИ по этому поводу. По-моему, УФА-1 сообщила, что с 1 июня литр АИ-100 подорожал на 3 рубля 70 копеек. То есть, в целом не оценили ситуацию на рынке на этом, на топливном в Башкирии за лето. И с 1 июля, значит, другой бензина Атом 95 поднялся на 2,8, 92 марка на 2 рубля 25 копеек, 92 марка Атом на 2,65, дистопливо на рубль подорожало. В общем, мы об этом раньше говорили с экономистом, в том числе, что объясняется это ценами, якобы рост цен на бирже и прочее. Но есть и другие объяснения. Какое более разумное и правдоподобное судить вам. Лично я считаю, что все-таки здесь дело в аппетите наших нефтяных компаний, монополистов фактически на рынке. Поэтому что тут говорить. Другая новость с мира транспорта. Авиакомпания Nordwind Airlines решила открыть рейсы из Уфы во Владикавказ. Полеты запланированы с 29 сентября. Они планируются 2 раза в неделю, по вторникам и пятницам. Об этом сообщили в финском аэропорту. Полет из Уфы в Владикавказ занимает 3 часа. На этом направлении хотят задействовать Боинги, который рассчитан на 189 пассажирских. Вчера в Уфе произошло оперативное совещание администрации города. На нем мэр Уфы Радмир Мавлиев заявил о своей готовности пожертвовать костный мозг для лечения онкобольных.
об этом сообщает, в свою очередь, в телеканале ТВ, ну и многие другие средства массовой информации тоже об этом говорили. А, О чем речь? В общем-то, тема лечения тяжело больных заболеваниями достаточно актуальна для России, потому что для самых тяжелых случаев именно пересадка костного мозга помогает. При этом проблема в том, что в России очень мало таких доноров регистрируется. То есть надо, чтобы как можно больше людей сдало свои анализы, там просто кровь нужно сдать, если не ошибаюсь, или может, мазок, там важна ваша генетическая составляющая. Если у человека есть какой-то более-менее подходящий генетический близнец, то ему можно помочь, в том числе и Ратмир Мавлиев попросил взять у него материал уже сегодня. Вот. Сейчас в российском регистре доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова состоит, я посмотрел, 83 718 потенциальных доноров, из которых 167 уже реально помогли другим людям. Вот. Но на самом деле нужно гораздо больше, потому что по данным Минздрава России трансплантация костного мозга ежегодно требуется более чем 5 тысячам россиян, в общем, в том числе там 900 детей. То есть есть данные еще независимых экспертов, что потребность в этом вдвое выше. А из-за того, что в нашем российском реестре мало людей, тяжелым онкобольным приходится искать донора за рубежом, тратить огромные суммы на лечение, а вот с помощью российских доноров, естественно, все гораздо дешевле. Так что и я тоже призываю вас последовать примеру мэра Ратмира Мавлиева и тоже обратиться, издать материал ну, для исследований. Возможно, вы поможете, спасете кому-то чью-то жизнь. Другим новостям. В Уфе решили отметить день рождения писателя Сергея Довлатова. Это произойдет в Артерии, многофункциональном центре Артерии на проспекте Октября 3 сентября. Об этом сообщили, соответственно, в самой Артерии. Ну, и написала наша редакция об этом. Ну, что будет в этот день рождения? Писатель Сергей Довлатов, который на какое-то время провел в Уфе, достаточно небольшой, но тем не менее он связан с Уфой. В программе «Воскресного вечера» 3 сентября чтение любимых фрагментов писателя разными интересными, какими остается пока в секрете. Будет игра какая-то, видимо, связана с творчеством Довлатова. И совместный просмотр фильма Станислава Говорухина «Конец прекрасной эпохи». Начало мероприятия в 17:00, вход свободный. Ну, продолжая культурную тему, сейчас много переплетается культуры и политики. Еще одна новость из этой же сферы. Лилии Чанышевой в Уфимское СИЗО прислали около 300 книг. Об этом она сообщила, Лилия Чанышева сама, что ей прислали 35 посылок и бандероли с книгами после ее просьбы. Напомню, что Лилия Чанышева внесена в список экстремистов и террористов. Она возглавляла Уфимский штаб Навального, организацию, которая признана экстремистской, запрещена и ликвидирована в России. И она рассказала, что библиотека теперь называет ее по имени, приходит не раз в месяц, а несколько раз в неделю, так как в один заход все не унести. Естественно, она поблагодарила всех, кто отправил ей книги. Ну, надо добавить, что сейчас Чанышева находится в Уфимском СИЗО в ожидании апелляционного суда. Суд первой инстанции приговорил к 7,5 годам лишения свободы по разным экстремистским статьям. Заседание уже апелляционного суда ожидается уже этой осенью, в сентябре или в октябре, трудно сказать, но тем не менее сейчас она деятельностью пытается улучшить жизнь заключенных в СИЗО. Ну, на этом, я думаю, обзор прессы можно завершить и можно подвести итоги голосования. Кстати, я смотрю здесь наш чат в Ютубе очень активно развивается, живет своей жизнью. Здесь много заметок, которые не имеют отношения к сегодняшним темам и прочее. Один товарищ пишет, я не буду удалять, что написал, конечно. Вот. Итак, что же вы думаете, что же вы считаете? Готовитесь ли вы к новому всплеску заболеваний коронавирусом этой осенью? Так, подавляющая часть нашей аудитории, 70%, не готовится, 30% готовится. Надеюсь, все-таки вы должны подумать о своем здоровье, о своем иммунитете. И правильно питайтесь, хорошо спите, занимайтесь гимнастикой элементарной или просто гуляйте по улице побольше. Все-таки, я думаю, это вам поможет. Вот, но по традиции я еще
у вас с информационной повесткой российской и мировой, и для этого прибегая к помощи телеграм-канала «Эхо Новости». Итак, вечерний выпуск новостей телеканала «Эхо Новости». Что же было такого важного вчера? Пороховское кладбище Петербурга, где днем похоронили основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, до позднего вечера остается в окружении силовиков, сообщает «Эхо Новости». Полицейские сотрудники Росгвардии оцепили его по периметру и никого не пропускают, сообщают различные издания. Официальных лиц на церемонии прощания не было. США объявили о новом пакете военной помощи Украине. Как сообщили в Госдепартаменте, в него вошли ракеты для систем «Хаймарс», противотанковые комплексы «Джевелин», артиллерийские снаряды, а также техника для разминирования и расчистки заграждений. Общая сумма будущих поставок – $250 миллионов. В Украине за время войны, за время специальной военной операции разрушено более 1300 школ, говорится в докладе Детского фонда ООН. По его данным, лишь треть украинских учеников посещают занятия лично, остальные вынуждены находиться на дистанционном обучении. Кремль готовит визит президента России в Китай, утверждает агентство Bloomberg. По сведениям источников, лидеры России ждут на форуме «Один пояс, один путь» в октябре. Это может стать первой зарубежной поездкой Владимира Путина с марта, когда суд в Гааге выдал ордер на его арест. ФСБ возбудило дело о призывах к терроризму против аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Поводом стали его комментарии при просмотре телевизора в колонии, сообщила адвокат заключенного. По делу разбитого окне в офисе «Единой России» математик был приговорен к 6 годам. Через неделю он должен был выйти на свободу. Суд в Петербурге оставил на свободе подозреваемого в нападении на журналистку телеканала «Аль-Джазира». Фигуранту Игорю Бертову запретили посещать общественные места с 20 часов ночи до 6 утра и пользоваться интернетом. Он ударил по лицу женщину-репортера у стихийного мемориала главе ЧВК «Вагнер», требовал, чтобы она не говорила на иностранном языке. Пропавшую в Москве фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре. В прокуратуре отметили, что 16-летний спортсмен все в порядке. Чемпионка России среди юниоров исчезла накануне после тренировки, даже была в убийстве. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо Новости». На этом я с вами прощаюсь, но не совсем. Дело в том, что в 13 часов будет программа «Аспекты мнений». Мы в студии пригласили политика, экономиста, бывшего депутата Госдумы и Госсобрания Башкирии Михаила Бугиру. В 12 часов вас ждет программа «Digital Среда». Ведущие Константин Акаемов и Владимир Барабаш обсудят последние недели диджитал и маркетинга. Так что вот в 12 часов и в час дня ровно ждем вас на наших площадках в Однокласснике, ВКонтакте, также в Ютубе, на канале «Аспект Башкортостан». Ну а теперь я с вами прощаюсь. До